23 уничтоженных бандита, 20 задержанных участников бандподполья, 48 раскрытых преступлений террористического характера. Вот далеко не весь перечень достигнутых результатов МВД республики за прошлый год. Из доклада министра внутренних дел по Чеченской республике Руслана Алханова следует, что борьба с терроризмом и экстремизмом в 2014 была приоритетным направлением оперативно-служебной деятельности. Раскрываемость преступлений тяжкой и особо тяжкой категории составили 63,2, что выше аналогичного показателя в среднем по России 51,6 и СКФО 62,5. Всего направлено в суд уголовные дела по 2531 преступлению, из них 86% по 2172 преступлениям органами внутренних дел. Все попытки бандподполья дестабилизировать обстановку постоянно срывались. В день вылазки бандитов 4 декабря своевременно отреагировавшие сотрудники оперативно и профессионально в течение нескольких часов сумели ликвидировать участников НВФ. Генерал-майор полиции Рамзан Кадыров поблагодарил министра внутренних дел и весь личный состав за службу. Сегодня мы подводим итоги деятельности правоохранительных органов за 2014 год. Я считаю, что главным результатом вашей работы является стабильная оперативная обстановка в республике. В самые тяжелые годы наш первый президент, герой России Ахмад Хаджи Кадыров подчеркивал, что необходимо больше привлекать в правоохранительные органы республики местные кадры. Он был уверен, что они смогут решать задачи любой сложности. Так и есть, с каждым годом в республике снижается уровень преступности, успешно выявляются и пресекаются все проявления экстремизма и терроризма. 4 декабря правоохранительные органы республики сорвали попытку бандитов захватить в городе несколько объектов, в том числе школу номер 20, которые они планировали взять заложников педагогов и учеников. Сотрудники полиции проявили героизм и мужество и уничтожили всех террористов. 14 сотрудников ценой собственной жизни предотвратили гибель сотни жителей Грозного. Эти события показали, что бандитов нет ни малейшего шанса дестабилизировать обстановку республики. На защите мира и безопасности граждан стоят настоящие патриоты нашего Отечества. В 2014 году у нас состоялись крупные события с участием сотен гостей из разных регионов России и других стран. Я благодарю сотрудников за отличную службу и высокий профессионализм. Что касается задач на предстоящий период, то необходимо добить бандподполье и покончить с ним навсегда. Также важно сосредоточиться на профилактике терроризма и экстремизма, активизировать работу с населением, усилить контроль над ситуацией в каждом населенном пункте республики. Особенно хочу выразить слова благодарности за последние мероприятия, которые мы провели. Это «Мы любим пророка», саллаллаху алейхи ва саллям. Участвовали более миллиона человек. Мы еще раз показали, что в республике правоохранительные структуры обеспечивают безопасность, мы готовы принимать, мы готовы провожать любых гостей, проводить любые мероприятия, потому что без всякого инцидента, даже без такого тяжелого участия в дорожно-транспортных происшествиях не было у нас в республике. И это говорит о том, что все мы знаем, что происходит и где, как можно произойти вот такое событие. Вместе с тем, отметил Кадыров, следует всегда быть начеку. Теперь угроза исходит и от иностранных спецслужб. Необходимо объединиться, чтобы быть готовыми защитить Россию. Париж – это начало работы ЦРУ. Мы должны быть готовы, что ЦРУ и СБУ Украины готовят массовые акции против религиозных чувств не только мусульман и христиан нашего государства. Но для этого мы должны быть более объективными, мы должны знать, что какие-то выходы и какие-то их лозунги, это не народы России, эти кучка шайтанов, которые продали честь, совесть, достоинство. У них нет никакого там религиозных чувств, никаких семейных чувств, они есть шайтан. Мы должны усердно заниматься населением, разъяснять, что могут быть такие
проявления, вот, связанных с корректурами на пророка, на Всевышнего. Мы ни одного инцидента не оставим без внимания. У нас в Российской Федерации действуют законы Российской Федерации, которые приняты вот, именно в отношении религиозных чувств верующих, не только мусульмане, христиане, буддистов, иудеев, которые проживают на территории Российской Федерации. Поэтому мы все должны над этим работать, в первую очередь, население. Ситуация, расшатать ситуацию в Российской Федерации, на царь и дочь. Целенаправленно ведутся по этому направлению работу. ЦРУ выделили большие деньги и они используют как инструмент СБУ, потому что славянские национальности, русские, там, украинцы, не имеет значения, чеченцы, там, они будут всех использовать. Лучше блокировать любую соцсеть, не распространять, мы обязательно делаем скриншот и распространяем по всему миру. Вот вы видели это, вы слышали это. В России проживает более 150 миллионов человек, из них 10-20 человек это не российский народ, это не часть, это Кучкин, Кайтанов, заблудшие людей. Поэтому я уверен, что Министерство внутренних дел Российской Федерации и те специальные структуры, которые над этим работают, будут внимательно отслеживать все, что происходит в этом отношении, они будут принимать меры. А лозунги, выкрикивания или там оскорбления других религиозных чувств, это не является делом мусульманина или христианина. Мы должны вместе сообща привести в чувство таких людей, которые вот, позволяют себе недозволенное. Поэтому, да, вы, если Аллах в первую очередь, должны изъяснение населения. Если явления могут быть, мы должны быть крайне осторожны, чтобы не использовали нас. Европа на своих базах готовит так называемых муджахидов. Запад, Америка снабжает оружием, боеприпасами. Мы случайно ошиблись, мы случайно это сделали. Представьте, вы все участники всех событий, вы боретесь с бандитизмом, терроризмом. Вот сегодня выехать в любое государство и создать 50-тысячную армию, и вооружить их, и создать свое государство, насколько это трудно. Это целенаправленная политика США, Запада, европейских стран. И эти силы будут использовать против Российской Федерации в первую очередь. А Украина это их, так знаешь, лазейка через Украину на Россию. Поэтому мы должны с вами быть крайне осторожны. Вот все вот наши, там, так скажем, по коррупции, по терроризму, бандитизму, это мелочь вот, в сравнении с сегодняшней ситуацией вокруг нашего государства. А мы, вот, так скажем, хребет, так скажем, Кавказа, России, мы должны быть осторожны и крайне подготовлены на все явления против нашего государства. Заместитель министра МВД России Александр Савенков поздравил чеченское МВД с успешным завершением года. Озвучив рекомендации служебного характера, Савенков призвал сотрудников следственной службы повысить раскрываемость экономических преступлений. Особое внимание следует обратить на противодействие экономической преступности, преступлениям в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также на стабильное функционирование кредитно-банковской системы и защиты финансовых средств, выделяемых государством, в том числе для развития аграрного производства. Вы все помните слова нашего президента Владимира Владимировича Путина о вопросах бюджета, расходования бюджета, особенно в области государственного оборонного заказа, в области оборонно-промышленного комплекса. Однозначно было им сказано: каждый похищенный рубль из бюджета государства – это удар в спину государства. Вот здесь мы должны быть непреклонны, мы должны быть решительны, а самое главное, еще раз подчеркиваю, мы должны быть умны, мы должны учиться.
Заслушали здесь и доклады начальников подразделений. В частности, речь шла о реабилитации сотрудников, участвовавших в спецоперациях. Начальник медико-санитарной части Рамзан Альдибиров отметил, что чеченские бойцы редко обращаются за психологической помощью. Более того, отказываются от поездок в санатории. Теперь этот вопрос будет стоять на контроле министра. Здесь же лучших сотрудников отметили ведомственными наградами и благодарственными письмами. Командиру ОМОН Алихану Цыкаеву вручили именной пистолет ГШ-18, который с недавних пор принят на вооружение спецподразделений. С 2005 года включен в список наградного оружия МВД России. За достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности и активную работу по укреплению правопорядка наградить наградным оружием пистолетом ГШ-18 полковника полиции Цыкаева Алихана Гармановича. Я не могу приехать сюда, не оставив добрую память, поэтому я подписал приказ и хотел бы вручить нашему командиру. Это лучшее из того, что у меня есть. Поэтому... Служу Российской Федерации. Луиза Андеева, Адам Чекоев, Ибрагим Налаев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.